Руководителем трудно быть. И не каждому это дано в итоге. Не каждому. Нам ошибаться никак нельзя. Нам надо во что бы то ни стало стать на ноги. На свои собственные ноги. Взявшись за этот фильм, я, конечно же, понимала, что меня ждет знакомство с мегаинтересным человеком. Уверенный, открытый, сильный. Это чувствуется в нем с первых минут общения. Настоящий лидер. Первый президент Республики Южная Осетия, государство Алания. И должен сказать, у меня сложилось глубочайшее убеждение, что Людвиг Алексеевич Чибиров был и остается лучшим нашим руководителем. Он вел игру, скажем так, и я думаю, что в этой игре он оказался на высоте. Понимаю, в какую, скажем так, проблему, в какую такую, скажем так, серьезные перипетии ввязывается моя семья. И, конечно, для меня это был, скажем так, неприятный факт. Отсутствие электроэнергии, отключение газа. Грузия сделала самую настоящую экономическую блокаду над нашей республикой в итоге. Приходилось ли вам, как говорится, ломать себя через колено? Мало кто способен взять на себя ответственность, когда решается судьба Родины, когда многие из нее бегут, оставшиеся разуверились, когда всех терзает один немой вопрос – сможем ли мы пережить мрачные времена. В такие моменты и потребность в мудром лидере чувствуется особенно остро. Лишь избранные взваливают на себя нелегкую ношу, рискуя каждый день оказаться раздавленными под ее тяжестью. Беспомощная, истерзанная, покинутая на произвол судьбы Осетия, из последних сил исторгла из своих недр того, кто повел за собой блуждающий в потьмах народ. Он хорошо понимал, что это смертельный риск, самопожертвование, и знал, что в конечном счете ему вряд ли скажут спасибо, но сделал свой личный выбор. Не убоялся, не дрогнул. Вступил на усеянный каверзами путь возрождения Родины. Сегодня один из основателей независимого государства, первый президент Республики Южная Осетия, профессор Людвиг Алексеевич Чибиров, отмечает 90-летний юбилей. Цхинвал тогда и сейчас, он сильно изменился? Конечно, разительно. Никакого сравнения нет. Это почти чуть ли не обновленный, вновь родившийся город. Очень здорово украсили его новое здание театра. Обратите внимание на университетские корпуса, как они смотрелись сейчас. И очень хорошо, что от этого плана отказались. Кажется, были предложения строить корпуса университета за пределами города. Меняется город к лучшему. В какой-то степени уже соответствует эпохе, в которой мы живем. Людвиг Алексеевич Чибиров родился в селении Зар 19 ноября 1932 года. Отец Алексей, который часто бывал в разъездах, оставлял сына за старшего. Маленький, но уже рассудительный Людвиг со всей присущей ему серьезностью примерял роль главы семейства. Он ловко справлялся с домашними делами. Тяжелый физический труд, которым изобилует сельская жизнь, многочисленные обязанности не отвлекали любознательного мальчика от учебы. Напротив, все это выработало в нем поразительное чувство времени. Здесь село меня научило трудиться. И вот эти навыки, трудовые навыки у меня сохранились в итоге. Если я чего-нибудь добился в жизни, то большей частью я за собой не чувствую какие-то особые способности и так далее. Больше из-за своего трудолюбия. Из-за того, что старался пахать, как говорят
по-русски сказать и так далее. Влияние матери, настоящей красавицы Ксении Тедеевой, занимает центральное место в формировании мировоззрения Людвига Алексеевича. Мягко, но настойчиво Ксения развивала в подающем надеждой сыне правильные ценности. Учила его быть стойким и терпеливым, не бросать начатое, не поддаваться разъедающим душу порокам, всегда оставаться человеком. 46-47 годы были очень тяжелыми для села. Вообще ничего не было. Было очень плохое положение. Люди буквально голодали. А мы все-таки были связаны с городом. И кое-что иногда отец присылал нам муку или другие вещи. Я хорошо помню, однажды меня вызвал, и у нас была какая-то самая миска, большая такая миска. Мафта наполнила его мукой, хорошенько притоптали его и так далее. Мы несли, говорит, его к Ирине. Я там знаю, что, говорит, у них абсолютно ничего есть. И вот это то, что она получила из схинвала для своих детей. В итоге она по этим мискам и так далее раздала всем соседям, чтобы они не голодали. Отношение к родителям – одна из самых ярких личностных характеристик, в особенности, если речь идет о национальном лидере, который задает обществу морально-нравственные ориентиры. Людвиг Алексеевич говорит о своей матери просто и трогательно. Таким же теплом обдают и детские воспоминания его сына Алексея. У Людвига была такая, скажем так, фишка, что он должен был заставить меня научиться рано вставать и сразу учиться, и там и все эти дела, все тому подобное. Я хотел спать, естественно, по утрам. И вот он меня постоянно рукой своей будил, проводил по щеке, говорил. Был такой утопист Сен-Симон, и он научил своего слугу говорить: «Вставайте, граф, вас ожидают великие дела». И вот он словами утописта Сен-Симона меня как бы будил. Говорил: «Вставайте, граф, вас ожидают великие дела». Людвиг Алексеевич впервые пошел в школу в Заре. Аттестат же о среднем образовании он получил уже в городе, во второй гвардейской школе. Потом был исторический факультет Северостинского государственного педагогического института, который он окончил на красный диплом. Молодого специалиста-отличника сразу же приняли на работу в Югостинский педагогический институт. И не прогадали. Людвиг Алексеевич Чибиров четверть века не покладал рук. 22 года он был бессменным деканом исторического факультета Югостинского института. Работа была очень тяжелая, Ирина. Тогда все заочное отделение было отдельности, и у меня было 1200 студентов. Я единственный декан. И сам же составлял расписание, сам же руководил этими процессами. На сессии они приезжали 2 раза в году, и надо было организовать такую массу работать. Иногда домой возвращался, еще будучи молодым человеком, как будто просто еле на ногах стоял, так я уставал от этой работы. Тот период своей жизни Людвиг Алексеевич всегда вспоминает с особой теплотой. Эта работа была очень такая интересная. И когда институту было 70 лет со дня его основания, была пресс-конференция, и меня спрашивали: назовите, говорит, самый удачный день в своей жизни, самый приятный период вашей работы, вашей жизненной дороги. Я им сказал, я, говорит, судьба мне улыбнулась, и был и ректором университета, и председателем Верховного Совета, и президентом республики и так далее. Но самые лучшие воспоминания, которые у меня сохранились, это остались, когда я был деканом историко-филологического факультета. В 1989 году, когда должность руководителя Югостинского государственного педагогического института стала выборной, профессорско-преподавательский состав проголосовал за кандидатуру Чибирова. И опять не ошибся. Новый ректор сделал все возможное, чтобы сохранить коллектив. Даже под грохот уличных боев с грузинскими бандами, напавшими на город, в институте не прекращался учебный процесс, а в 1993 году стараниями Чибирова Югостинский государственный педагогический институт стал Югостинским государственным университетом. Людвиг Алексеевич Чибиров в какой-то мере очень счастливый человек, потому что ему удалось себя реализовать во многих сферах. Как минимум в 3, и в каждой из этих сфер он показал себя очень достойно, как
профессиональный, как грамотный руководитель, умеющий работать с людьми и понимающий людей. Это очень важный момент. При нем университет получил статус именно университета, перейдя из статуса педагогического института в статус государственного университета. Он наладил работу, будучи ректором. Конечно же, понимаете, что большой коллектив, там всегда бывают разные мнения, разные настроения. Он смог всех сплотить, каждому дал возможность реализовать себя. Это очень важный момент. Потому что можно быть хорошим, грамотным специалистом, но плохим руководителем. Вот у него это прекрасное качество, его умение ладить с людьми, понимать их запросы и в какой-то мере удовлетворять эти запросы для тех, с кем работаешь. 1993 год. Тяжелейшая обстановка. Республика погружается в хаос и кровопролитную междоусобицу. Будущее кажется беспросветным. Уходит с поста Торез Кулумбеков. Южная Осетия обезглавлена. Страна, словно истрепанная шинель на плечах вернувшегося без рук фронтовика, болтается под ветром перемен. Лидеры общественного мнения робеют. Служить народным интересам на поверку оказывается не так просто. Но все же после Тореза кому-то придется занять расстрельную должность. Выбор падает на ректора Юго-Остинского государственного университета. 23 сентября 1993 года единогласным решением депутатов Людвиг Алексеевич Чибиров становится председателем Верховного Совета Республики Южная Осетия. До этого тоже ко мне приходили и мне давали, мол, ты сейчас самая подходящая вроде бы кандидатура и так далее, мол. Я говорю, я даже говорить никому не должен, поменяйте тему разговора, я категорически об этом даже не давал развивать разговоры на эту тему. Ну, пришли мы в 2 часа, и один из депутатов, Казбек Элихсаев, Челехсата, он встал и выдвинул мою кандидатуру. Зал был переполнен людьми, не только депутатами. Но тогда наши заседания были похожи на заседания Якобинского клуба Великой Французской революции. Все желающие приходили и слушали. Да, двери были открыты, и зал был переполнен. Я вышел и сказал, категорически отказался. Даже им сказали, я говорю, скорее каторга, нежели эту должность. Я говорю, я отказываюсь баллотироваться, потому что положение на самом деле в республике было аховое. И были люди гораздо более опытные, которые имели опыт партийной работы и другие, но никто из них не соглашался, потому что, видимо, мало кто верил в будущее этой республики в итоге. Ну, сказали нет, и просто будем ли принимать его. Когда высказался за самоотвод, опять поставили на голосование, опять весь зал это кричит нет в итоге. И кто за эту кандидатуру, и весь зал поднял свои руки. Он застал республику в очень непростой ситуации. Это был сентябрь, в отставку ушел Торез Кулумбеков. Месяц назад произошли известные события в прессе, когда там чуть ли мы не оказались на грани гражданской войны. В экономике был хаос, органы управления не работали. И он пришел в такой сложный период, и, может быть, он сам расскажет, или это прозвучит, он не хотел, отказывался, буквально хотел даже выехать из Южной Осетии, чтобы как-то самоустраниться от этого дела. Ну, ему пришлось взять это бремя, взвалить это бремя на свои плечи и достойно его пронести. Это было в пятницу. Я пришел домой, думаю, что делать дальше. И созрела даже такая мысль, мол, давай я уеду куда-нибудь за пределами Северной Осетии, куда-нибудь на 2-4 недели. Я говорю, может, позабудут обо мне и изберут себе нового председателя. Ну, потом подумал, я говорю, ну, хорошо, я говорю, я уеду. А вдруг положение еще ухудшилось. И тогда совесть же меня может заесть. Народ обращается к тебе. Ко мне обращались в итоге не только депутаты, но и фактически это было мнение общественности. Да, к тебе обращается народ в критический момент своему сыну. Поддержи, помоги своей родине. И тогда же, говорит, если ухудшится положение, совесть же меня может заесть. Мог ты поддержать, и ты спрятался.
Потом решил, была, не была, что будет. Я говорю, на севере Осетии у меня много друзей, помогут и так далее. И принял вот такое решение и начал работать председателем Верховного Совета. В общем, когда он стал председателем Верховного Совета, для меня была это неожиданная ситуация. Вообще, разговоры о том, чтобы как-то политический бомонд того времени, условно говоря, остановил выбор на нем, там были сложные политические перипетии. И первый раз об этом как бы в кругу ребят сказал командир ОМОН Вадим Газаев. Мене дом мовте бокости, мене дом Леша Федайдер, дом 4 журнч. Махимидегне Солтензан, Шаубохизет. Потом случилось все эти вот эта Фрийская трагедия случилась, у меня было ранение циркулярное по пояс. Я месяца 2-3 провалялся в госпитале во Владикавказе. И когда я приехал, тогда уже знакомый позвонил нам домой и как бы радостно вот так сказал: «Сону теменом Людвига Ровзарствой». В общем, долго я ругался и понимаю, в какую, скажем так, проблему и в какую такую, скажем так, серьезные перипетии ввязывается моя семья. И, конечно, для меня это был, скажем так, неприятный факт. Людвиг Алексеевич сходу берется за, казалось бы, неразрешимые проблемы. В блокадной республике нет ничего. Ни денег, ни тепла, ни света. Ни, в конце концов, Конституции. Чуть больше месяца колоссальной работы, и вот уже 4 ноября 1993 года Верховный Совет под председательством Чибирова принимает главный свод законов. Так, Осетия обзавелась еще одним непреложным атрибутом независимого государства – своей собственной Конституцией. Мы провозгласили республику, но республики как таковой не было еще в 1993 году, что республика должна иметь свою собственную конституцию, а и конституции тоже не было. Я нисколько не виню своих предшественников, что они конституцию не приняли, потому что тогда шла борьба за существование в итоге, борьба, и в итоге сперва надо было защитить народ, а потом думать о законодательном оформлении. Но из-за этого я своих предшественников никогда не ругали, никогда плохого не мог сказать, потому что это было неверно. Банк не работал. Банка не было. Банк был просто как дырявый мешок в итоге. Опустишь что-нибудь, и оттуда ничего нельзя было выносить. Да. И в итоге даже до такого положения мы дошли, что налоги с предприятий и так далее собирали, и наличными эти деньги потом раздавали заработную плату. Заработную плату. И вот 23 сентября я стал руководителем республики. Я знал, что здесь, сидя здесь, в Цхинвале, мы ничего не сделаем. Единственная наша надежда была Россия. С ней надо было вести разговор и оттуда и помощи. Я отметил, что период работы Людвига Алексеевича был непростым, потому что отзвуки развала Советского Союза, они все еще существовали, и на их фоне, конечно, приходилось работать непросто. Только благодаря тому, что у Людвига Алексеевича были серьезные связи в руководстве и Северной Осетии, а также России, через эти личные знакомства и личные связи он добивался, чтобы в республике и зарплата, хоть и не очень высокая, но она бы выдавалась. Много было сделано в сфере законотворчества, когда еще был и председателем Верховного Совета, и когда, конечно же, был президентом страны. При Людвиге Алексеевиче была разработана Конституция и была принята, был проведен референдум в республике, и сегодня наша республика, государство Алания, живет по той вот Конституции, ну что ли, инициатором принятия которой являлся Людвиг Алексеевич. Оценив реальное положение страны и сделав выводы, лидер нации решил выбрать курс мирного урегулирования конфликта.
начался переговорный процесс, который дал измученному остинскому народу возможность отдышаться. Но стоило на время утихомирить внешнего врага, как внутри тут же начали придираться к мирным инициативам. Оппоненты называли их предательством национальных интересов. Внутриполитический кризис, умело раздуваемый абсурдными обвинениями, дважды подталкивал Чибирова к решению покинуть пост. Оба раза депутаты Верховного Совета Республики Южная Осетия были категорически против его ухода. Вот если бы не борьба с этой внутренней оппозицией, мы бы могли еще большего достичь. Ну вот оппозиционная работа и в то время тоже имела свое место. Ну, понимаете ли, просто есть люди, которые практически ничего сами не могут, они только могут, способны только мешать. Начали работать в сентябре 1993 года. И вот я вам сказал, не сам же я рвался туда, меня народ выдвинул туда в итоге. И через 2-3 месяца уже у меня создавались противодействия против меня. Собирались группами, выступали против, всякие причины приводили и так далее. Вот до сих пор, что говорили, как будто вот я хочу под Грузию подвести Южную Осетию. Без смеха об этом нельзя было думать и так далее. Часто говорят, что при Людвиге Алексеевиче Чибирове была попытка, ну, скажем так, сдать нас Грузии. Ну, я, во-первых, скажу, что один человек никак не может сделать так, что целая республика окажется в составе Грузии. Никто ему это не позволит. Тут в тот момент было достаточно, скажем так, молодых людей, которые имели свое мнение, которые имели власть и военную опору. Дело другое, что в тот момент, в 2000-х годах, в конце 90-х, Россия, некоторые политики российские, скажем так, в частности, известный Евгений Примаков, оказывали давление на руководство Южной Осетии и Абхазии, чтобы мы пошли на конфедерацию с Грузией. Это как минимум. А в идеале, конечно, чтобы мы обратно вернулись в состав Грузии. Понятно, что Южная Осетия не имела возможности, так чтобы сказать «нет». Мы все же зависели от России. В военном отношении, в политическом, экономическом. Но тут другое дело, что приходилось лавировать. И это, я считаю, что Людвигу Алексеевичу удалось. Простой пример. Например, президент Абхазии приехал в Тбилиси лично для переговоров с Шеварднадзе. А для переговоров с Чибировым Шеварднадзе приехал в Южную Осетию. И более того, он приехал в Джаву как проситель. Не мы к ним поехали, а они к нам приехали. Конечно, никто не собирался вот на следующий день сказать, что все, мы в составе Грузии. Это была политическая игра, и я думаю, что Людвиг Алексеевич смог оттянуть вот этот процесс в тех условиях, когда оказывалось давление для того, чтобы мы обратно вернулись в состав Грузии, потому что для России в тот момент Грузия была важнее, чем Южная Осетия и Абхазия вместе взяты. Сейчас другая ситуация, но тогда была другая ситуация. Поэтому сказать, что Чибиров нас хотел сдать Грузии, это, конечно, не совсем правильно, это слишком упрощенный подход. Он вел игру, скажем так, и я думаю, что в этой игре он оказался на высоте. Я вел в этот период вялотекущую политику, переговорный процесс, чтобы выиграть время и чтобы не было вот таких стычек и сохранить свое население в итоге. Ну, самые крупные, эти самые оппозиционные борьба была в последнее время, и, к великому сожалению, это случилось у меня с представителями Компартии. Мы приняли Конституцию, и оппозиционные силы во главе с секретарем Компартии, который стал председателем парламента, они затеяли, навязали о том, что первая конституция устарела, давайте примем новую конституцию в связи с изменившимися политическими и другими ситуациями. Я в первое время подумал, я говорю, давай, раз такое дело, то согласился с этим. Оказывается, у них были совершенно другие мнения, совершенно другие цели для
говоря о том, что надо создать новую конституцию. Эта борьба с ними, с этим парламентом у меня продолжалась 1,5 года. С величайшим трудом мне удалось переломить ситуацию, и 8 апреля 2001 года приняли вот эту конституцию в таком виде, в каком существует у нормальных государств. Некоторых людей он устраивал, видимо, как временный лидер, как они тогда думали. А кого-то он устраивал как человек абсолютно бесконфликтного стиля управления, что исключительно важно было в то время. Но мы понимали, что Людвиг Алексеевич пришел всерьез, как говорится, и надолго. Вот. И, приступив к работе, он, конечно, столкнулся с очень большими проблемами. Это была очень тяжелая, часто очень неблагодарная работа. Но в конечном счете Людвиг Алексеевич справился. И вот здесь и сейчас, разговаривая с вами и обращаясь к нашим согражданам, я должен сказать главное. Я имею в виду свое личное мнение. Я работал практически со всеми первыми лицами нашей республики. И за исключением, понятно, сегодняшнего президента, о котором, видимо, пока рано говорить какие-то оценки, да? И должен сказать, у меня сложилось глубочайшее убеждение, что Людвиг Алексеевич Чибиров был и остается лучшим нашим руководителем. Я готов аргументировать это мнение в любое время и в любой аудитории. Однажды это сама Скабисов. Рухсагуат фажертом Нофта, у него привычка была такая. Я кухив, я буду тут вохтов, буду журналима, я офта. Хишода шур, манайран музейками хаван балдастан. Мен офталушам, мен Людвиг Гуржимакана, мен айткана, мен дикког, мертикког, офта ройдат. Я нам скусам знался. Людвигден Зохторов зарут мемедом не. Здамер баштем хеден Зохторов зарут Людвига хистере мемедом не. Вахадей не ровзарстат мемедом буе. Помазна каден алқава. Бадан офта закуп Людвиг ерен дешерам бомбира. Базней дехажор мошун деркейде ровзарстан. حالا زمانه ایشتی کد آدایی ما گفته کد نلگوی ما گفته کفاقی کنوال زن که سلن در خوزون نخواست کنچستم بدام код آدایی ما گویتا код код фандофте бомборудza. У него была попытка уйти, скажем, когда из власти, когда он расписал ситуацию, которая складывается в обществе, и после этого он сказал, что с этого момента я подаю в отставку, выбирайте, кого хотите, и так дальше делайте. За 2-3 дня до этого я с Хубулом встречался, и Валерой мы общались, тесно, и я знал уже его настроение, Людвига, о том, что он собирается уходить на Валерой на журнал, но хам хобороджима, Валеров того хайда, намер, офтайкута, ойда. Тут у него такое слово паразит было, когда рассказал, намерно, умазан да бордженик, это, наверное, это будет кончить. Такая ситуация случилась, естественно, его не отпустили. В 1996 году Комитет по законодательству, законности и правам человека разработал новую редакцию Конституции. 17 сентября Южная Осетия становится президентской республикой. Вы стали первым президентом в очень непростое время. Несмотря на скудные возможности, у вас, как у президента, много заслуг перед Южной Осетией. Чем вы больше всего гордитесь из того, что сделали? Больше всего я горжусь тем следующим. Я вам уже говорил о том, что как я боялся этой должности из-за того, чтобы вдруг я провалю работу и не выполню ту миссию, которую на меня народ возлагает. Да. И больше всего тем горжусь, что пройдя эти адские испытания, было на самом деле очень тяжелое положение. И фактически тем горжусь тем, что эти 8 лет даром не прошли. За это 8 лет прошли как этапы становления и закончились именно фактически, де-факто мы создали эту республику, в которой мы сейчас счастливо проживаем. Мне представляется, что Людвиг Алексеевич Чибиров – один из самых выдающихся представителей нашего народа.
Вот если пользоваться греческой мифологией, то его можно сравнить с теми атлантами, которые поддерживали, на плечах поддерживали небо, держали небо. Если говорить более конкретно, то бывают личности, которые в мирное время могли бы быть героями труда, но если наступают суровые времена, каковые наступили у нас в Южной Осетии в начале 90-х годов, то вот такие люди бывают востребованы именно как надежда, как, так сказать, те гиганты, которые в состоянии остановить вот это вот огромный, так сказать, негатив, который в начале 90-х годов обвалился на Южную Осетию. Уличное освещение для нас уже стало неотъемлемой частью нашей жизни, но так было не всегда. Как у вас возникла идея обзавестись собственной ГЭС, когда пределом наших мечтаний были вот элементарные электрогенераторы? Одна из больших проблем, когда я пришел к руководству республики, было просто отсутствие электроэнергии, отключение газа. Грузия сделала самую настоящую экономическую блокаду над нашей республикой в итоге. И это была очень большая проблема. И тогда министром природных ресурсов у меня работал очень хороший специалист Атарбек Тедеев. Мы остановились на том, что можно сделать маленькие электростанции, чтобы хотя бы гуманитарная электроэнергия в гуманитарных размерах у нас была. Чтобы в исключительных случаях, чтобы самое реанимационное отделение работало, Министерство внутренних дел работало, или хлебокомбинат и так далее, чтобы у нас свое собственное было, чтобы в исключительных случаях мы не оказывались в таком положении. Мы приняли решение о том, чтобы построить маленькие гидроэлектростанции, это на водоводе Эдиссы, Цхинвала. И в итоге начали работать, выехали из Москвы в Ленинград, обратился к нашему известному Болоеву, который в Ленинграде работал, Балтикой руководил, в итоге очень авторитетный человек. Он меня свел заместителем губернатора Санкт-Петербурга, и в итоге договорился с ними на, точно помню, на 110 тысяч долларов нам выделили вот этот гидрогенератор. И можете себе представить, Ирина, в республике, где нет бюджета, где нет ничего средств, надо было выплачивать эти 110 тысяч долларов. Так мы строили в итоге, и к моменту моего ухода из этой должности фактически на 90% все было сделано в итоге. Я им оставил около 2 миллионов рублей. Специально было в банке. И этому Атарбеку сказал, когда я уходил из этой должности, это деньги. Я говорю, их считай, как будто их принесли в церковь. Чтобы никто не тронул. Я говорю, когда начался апрель месяц, я говорю, возьмите и завершайте свою работу. На 90% гидроэлектростанция фактически была уже готова. И вот в итоге я ушел. И потом забрали эти деньги оттуда, раздали их на зарплаты, на всякие другие доходы и законсервировали строительство гидроэлектростанции. Это мне было так обидно. Такими усилиями мы довели до этого дела. И вот видите, чтобы с моим именем не было связано с это дело, поэтому они загубили и порубили это дело в итоге. Как будто я здесь космическую станцию строил или что-то другое. Это было крайне необходимое для республики Еш. В 2001 году Чибиров проиграл президентские выборы. На смену ему пришел Эдуард Кукойто. В то же время я хотел бы пожелать Эдуарду Джабеевичу, чтобы тот политический курс, который символически изображен на этих часах, был продолжен и впредь. Новая власть выказала нетерпимое отношение к экс-президенту. В опале оказались и члены его семьи. После окончания президентского срока
Я вообще не думал никуда не уезжать. Потому я решил, стану рядовым научным сотрудником в научно-исследовательском институте, чтобы продолжить свое исследовательское дело. Однако проходит месяц, второй, третий, и кроме критики деятельности Чибирова ничего не было слышно в итоге. Начался обратный процесс преследования меня и моих родственников близких. Мой брат был очень уважаемым человеком, светлая ему память, Хазби Алексеевич. Последний раз его одним из первых российский президент наградил его орденом дружбы. Первый секретарь райкома партии, глава администрации. В общем, и огромный авторитет среди населения, и как организатор производства тоже очень великий. Даже мне было больно, когда я работал руководителем, он был главой администрации Цхинвальского района. И организовывали соревнования между районами, кто лучший показатель. И мне даже было неудобно ежегодно ему давать эти премии, первые премии, потому что Цхинвальский район, показатели Цхинвальского района были выше, нежели остальных 3 районов вместе взятых. Да, и пользовался большим авторитетом среди населения и так далее. Как только я ушел, начали против него. Одна проверка, ничего не нашли. Вторая проверка, ничего не нашли. Третья проверка, ничего не нашли. Так и с другими людьми. Это самое. Его супруга работала там, заведовала каким-то отделом в роддоме. Его оттуда тоже освободили. В общем, началась такая реакция. Арестовали Алешу. И 21 дней он... Алеша, это ваш сын? Сын, да. Алексей, да? И 21 день он просидел в карцере. Арестованный. За что, про что, до сих пор непонятно. Я иду по улице, я специально, демонстративно после этого как бы оставался и ходил и по городу, и как бы... И я понимаю, что очень даже близкие люди, которые я их чувствовал как бы своими близкими людьми, они как бы то ли сторонились, то ли старались в сторону убежать, то ли другой, третий. Для меня это было удивительно, конечно. Интересно, но удивительно. И я всю жизнь останусь благодарен Вадиму Ильизовичу Габараеву. Рухсабгат Камдаритаги. Улица Исака, пересечение Сталина и Исака. Я иду, и он на другой стороне улицы кричит: «Салам! Мәден салам!» Бахсмер больше ты демонстративно сам фашин тамил коттамовта. Журнич там еще думаю, что салам, надо дышать на помада то салам. Ну, как бы этот. Махими Дагиевта будет коттун. Я на всю жизнь остался благодарен ему за эти слова. Вот именно за эту позицию, за эту ситуацию. Понимаете, как вот эта ситуация, она легко меняется. По большому счету, в той ситуации, в которой мы были, даже связанные с моим арестом, со всеми этими делами, это была попытка просто сломать нас. Я бы, как вам сказать, не хотел глубоко вдаваться во все эти вопросы, потому что для меня это дело прошлого, пережевывать это у меня никакого настроения нету, скажем так. 2-3 месяца я ждал, а потом приехал в Северную Осетию, приехал к Агубеку Георгиевичу Кучиеву, царство ему небесное, был хорошим человеком. Он меня принял, предложил мне заведующим отделом этнологии, этнографии. Я ему сказал: спасибо, никаких заведующих я не хочу, дайте. Я говорю: мне стол рядовым научным сотрудникам. Вот так я начал здесь работать, в нашем родном институте. Я должен поблагодарить Эдуарда Джабевича за его позицию, потому что это для меня лично была большая выгода. Потому что, переехав сюда, здесь у меня были созданы буквально все идеальные условия для того, чтобы я работал и занимался исследовательским вопросом. И не примите за нескромность, здесь, в Северной Осетии, у меня как бы открылось второе дыхание. И большинство из своих исследований, которые имеются в списке научных работ моих, мной созданы именно вот последние 20-21 год. Он давно относится к жизни с философским спокойствием, умеет держать удар, но смириться с потерей младшей дочери Марины не по силам даже такому стоику.
Каждый раз, когда он приезжает в родное село, многие сами несут его в школу имени Марины Чибировой. Он останавливается перед стендом памяти и подолгу рассматривает ее награды, которые так радовали отцовское сердце. Жизнь прошла неплохо, хотя с большими трудами. Знаешь, какая она была? Какой дорогой настолько тяжело. Эти вещи, они бывают неожиданными. Неожиданно было, например, скажем так, имеется в виду в моей жизни, да, но неожиданным для меня была смерть Вадима Газаева. То есть это как бы вот ты на какой-то, вот почва под тобой как бы пошатнулась, потому что и ты вдруг со всеми своими делами оказываешься один на один. То же самое было, я знал, что это болезнь у нее есть, и я знал, что как бы с этой болезнью живут, и как бы все тому подобное. Но так резко, что это все закончится, конечно, это никто не ожидал. Не смогли мы пройти мимо отчего дома Людвига Алексеевича. Перед глазами мелькают картины из прошлого. Хлопочущая по хозяйству мать, детские шалости братьев и сестер, обеденный стол во фруктовом саду, за которым собиралась большая семья. Бывало, сюда в гости захаживал и великий Васу Абаев. Два титана осетинской науки любили проводить вместе свой редкий досуг. В каком году он был установлен? В 1999 году, за год до столетия Василия Ивановича Абаева, началась подготовка к юбилею. И она проходила как в Северной Осетии, так и в Южной Осетии. И вот в числе мероприятий было одно, я рассказывал по телевидению о моих встречах с Василием Ивановичем Абаевым. И многие это понравились и сказали, нельзя ли их обобщить и издать какой-то отдельной книгой. Ну, потом эта книга фактически в Северной Осетии, во Владикавказе издали под названием «Маленькая она была». Вышла встреча с Васу Абаевым. Это была единственная книга о нем как о личности, не как об ученом, как о личности, которая была написана о нем еще при жизни. И так получилось, что когда я въехал на столетие его дня рождения, он уже не смог присутствовать на торжественном заседании, уже лежал он. И я ему пришел, потом нескольким людям нам разрешили посетить его, наиболее близким. Я ему книгу подал, и в общем, он его поддержал на руках и что-то другое, но уже говорить уже ничего не мог, но в руках его поддержали, поставили. И когда уже приближалось это событие, к нам часто приезжал художник-скульптор Николай Дзукаев. Он сейчас заслуженный народный художник Северной Осетии, очень известный скульптор Видагая. И он нам предложил свои условия помочь в установлении памятников. И спасибо ему большое. В данном случае это тоже была его идея, что он может этот памятник поставить. Да. И вот, когда уже вопрос решился со скульптурой в итоге, то уже мы решили, где же его установить. И с мэром города тогда был Вадим Габараев. Мы обошли, выбрали вот это место, специальную, самую центральную часть нашего города. И вот здесь это появилось накануне при жизни Василия Ивановича Абаева. При жизни это первый памятник ему. А вот дом-музей Васу Абаева, нынешний новодел, отстроенный после 2008 года. А как ранее строили дом Васу Абаева? Понимаете ли, просто Васу Абаев приезжал к нам каждое лето отдыхать. И большей частью останавливался в гостинице. В гостинице мы ему организовывали номер, и там оттуда он принимал. И потом вот в узком кругу интеллигенции думали, я говорю, это же просто нехорошо, мягко говоря. Такой самый великий осетин. И в Осетии у нее есть точка приземления в итоге.
Ну, в Северной Осетии у него была какая-то однокомнатная квартира, мы этого не считали, но мы думали о себе. И тогда появилась мысль о том, чтобы давайте подумаем и сделаем ему свой собственный уголок. И вспомнили вот об этом доме, который был расположен, тогда называлась улица Джапаридзе, этот дом, финский домик. Ну, это был правительственный в итоге, но никто на него не обращал внимания. И в итоге созрела такая мысль о том, чтобы подготовить, преоборудовать этот дом для него. Ну, мы с покойным Григорием Сисеевичем Котаевым обратились к этой самой Кабуловой Тамаре Шаловне. Она была председателем облисполкома тогда в этот период. Она согласовала этот вопрос этим с Феликсом Сергеевичем Занакоевым. Они дали нам добро. И мы с Григорием Котаевым, фактически тогда у меня была своя машина. И мы каждое утро в 8 часов на моей машине были в стройконторе. То забирали одних рабочих, то других. Когда люди узнавали о том, что нам нужно и так далее, некоторые бесплатно работали и начали преобразовали, переоборудовали это. И, в общем, обустроили как следует. И я ему торжественно вручил ключи. Я говорю, вы сами откроете свой дом литургии. Чибиров без всякого сомнения уникален. Он великий созидатель, блестящий ученый, автор более 350 научных работ по сетиноведению. В свои 90 Людвиг Алексеевич возглавляет отдел Северостенского института гуманитарных и социальных исследований имени Васу Абаева, является главным сотрудником Координационного центра Владикавказского научного центра Российской академии наук. Людвиг Алексеевич настолько масштабная личность, что о нем можно говорить часами, а его наследие просто грандиозно. Я осветила его этнографическую деятельность, источниковедческую. Но в последние годы все свое внимание он больше всего уделял нартовической тематике. Он издал книгу «Остинская нартиада», в которой осветил современные вопросы нартоведения. Сравнительно недавно она вышла уже и на английском языке. Говорить о Людвиге Алексеевиче и сложно, и легко одновременно, потому что, почему сложно? Потому что как в нескольких минутах перечислить жизненный путь и действительно потрясающие достижения такого человека. Я бы назвала его, наверное, хранителем всего нашего этноса. Вот совершенно искренне. И я думаю, что со мной согласятся все, кто с ним работал, все, кто в той или иной степени пересекался с ним. Под его руководством мы, конечно, успели очень многое сделать, зафиксировать и передать это в будущее, да? Этнографические, то есть действительно такие фундаментальные академические издания, как этнографический словарь осетин, сейчас нартиада. Нужно сказать, что вот значение этой нартиады – это не только энциклопедия. До этого он создал книгу, которая была чрезвычайно нам нужна, потому что сейчас в кавказоведении, вообще в науке, есть некие спорные моменты, решать которые пытаются не научными, а иногда вненаучными способами. И тут нужен человек, который бы авторитетно, доброжелательно и очень компетентно сказал свое слово. Вот Людвиг Алексеевич, наш дорогой старший, сказал это слово в отношении нартиады. Для меня он образец интеллигента, настоящего интеллигента. Его умение общаться с людьми очень интересное всегда. Он с огромным уважением относится к людям, с которыми общается. Он с огромным уважением относится к людям, с которыми ему всегда доводилось работать, встречаться. И у него есть такое удивительное качество. В каждом человеке он находит что-то такое хорошее. Заканчивается у нас очередной проект, который связан с Остинской нашей нартиадой. Я абсолютно уверена, что у него есть уже какие-то новые идеи. Вот просто не может быть, чтобы не было. Есть у него идеи. И я ему от всей души хочу пожелать, чтобы он смог реализовать все эти свои замечательные идеи.
Кстати, еще одним безусловным поводом для отцовской гордости служит и научная деятельность сына Алексея Чибирова, который в 2020 году возглавил Владикавказский научный центр. Есть большая проблема, моя характеристика отца, понимаете как? Потому что я рядом с ним нахожусь. Для того, чтобы понять, что он в науке, надо посмотреть на эту ситуацию со стороны. И в силу определенных причин у меня не получается смотреть на эту ситуацию со стороны. Я знаю, что ни у кого нет этнографической энциклопедии, которую сделал отец. Я знаю, что ни у кого нет нартовской энциклопедии, которую сделал он. Скажем, вот так даже вот эти 2 тома, второй, конечно, 3-томник, 2-й том только вышел, и 3-й том мы надеемся, к 19 ноября тоже будет. У нас будет комплект. Это те труды, которые, скажем так, оценка их произойдет только со временем. То есть, скажем так, бывает ядерный взрыв, ты видишь вспышку, но волну не чувствуешь. Потом проходит время, и ты чувствуешь после этого волну. То же самое вот со всеми этими делами. То есть мне сложно его оценивать, мне не хочется его оценивать, приписывать ему какие-то эпитеты и все тому подобное. Но как бы все это не мое дело, это пусть оценивают уже люди. По меркам истории, 8 лет, которые Чибиров возглавлял Южную Осетию, мизерный срок. Но сколько же внешних и внутренних потрясений, тяжелых противоречий, страшных своей непредсказуемостью событий ему пришлось пережить. Он, не задумываясь, отказался от всех гарантий, положенных экс-президенту. Напрочь лишенный тщеславия, этот скромный, простой в обращении человек никогда не стремился к почестям и наградам. Знаковая фигура независимой Южной Осетии, Чибиров прочно и навсегда занял свое заслуженное место в истории возрождения государства Аланя. И этого у него не отнять. Торжественно присягаю уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Республики Южная Осетия, защищать суверенность, государственность и территориальную целостность Республики Южная Осетия, верно служить народу.